Почему туроператоры тоже так себя ведут, такие крупные? Потому что они в качестве банка выступают для гостиниц. Конечно, да. Они наперед же эти, допустим, за услуги, наперед они получают деньги. То есть ательер получает наперед. Он уже получил, он уже заработал. А полученные деньги он не заработал, он на развитие свое пускает. Или там погашение тех или иных займов, которые ранее были взяты. Чтобы запустить. Да, отель, запустить отель. Допустим, или на 70 или 80% объект готов, а вот 20% ресурсов не хватает. Он начинает обращаться к туроператору. А туроператор тоже же не банкир же, он что просто так деньги отдавал. Потом он какие-то условия начинает говорить. Ахра Шотович о чем говорит. На самом деле здесь и о миграционном учете надо понимать. И, да, сегодня в этой системе автоматизации нужна отельного. Даже сегодня, если будем брать, если системы бронирования, все то, что мы сегодня пользуемся иностранными. Ну, касаемо национального туроператора, честно скажу, для привлечения туристов особо и не нужно, потому что мы не сможем на российском рынке содержать те или иные компании, создать, потому что там есть такая система, иерархия, туроператор, турагент. Это уже на рынке, который сформировался уже давно, и агрегаторы, которые они между собой взаимодействуют. Но если национального туроператора создать для того, чтобы отсюда турпотоки, мы всегда говорим только о въездном туризме. Я имел в виду интернет. А у нас есть выездной тоже. Наши граждане тоже должны посещать те или иные страны, они также должны получать информацию правильно, как в туристические формальности, которые есть. Но в основном наши граждане тоже, понимаете, по путешествию, они, пересекая российскую абхазскую границу или через онлайн бронирование, бронируют те или иные туры. И мы сегодня реально не знаем, сколько наших граждан оказались в третьих или четвертых странах. Даже элементарно, даже с какой целью наши граждане посещают Российскую Федерацию, мы там видим, да, статистику, там пересекло или посетило там одно время Ростуризм публиковал. Два вопроса, две темы хочу, Тенгиз, тебе передавая слово. Это, скажем так, овертуризм, то есть слишком большое количество туристов, которые территория не может, или страна, или город не может освоить. Я вот для себя здесь выписал. Например, Барселона, у них цель к 2028 году 10 тысяч квартир изъять из Airbnb, потому что Airbnb кварталами начал занимать город, и уже жителям там невозможно было находиться там, и так далее. Есть пример Исландии, где туристов за 8 лет увеличилось на 400%, это после вот их извержения, и там какие-то отдельные территории сильно развивались и были перенасыщены туризмом и туристами. Да, и у них такая проблема. Есть Бали, знаем, там получается крупный бизнес забрал практически все отели, все территории и так далее, и местным тяжело развиваться. Это вот первый вопрос, как бороться и стоит ли бороться, как противодействовать этому вопросу, этой теме. И второй, мне кажется, Астамур еще очень важную тему затронул, это такой, скажем так, бренд Абхазии. Какой должен быть бренд Абхазии, как Абхазия должна быть представлена в социальных медиа, в туристическом информационном поле, скажем так, да? Потому что там есть, иногда задействуют блогеров, иногда очень много инструментов. То есть она вот, с одной стороны, как помогает нашим территориям не перезагружаться, да, и есть там определенные механизмы. А с другой стороны, как правильно преподносить Абхазию, чтобы местные могли зарабатывать. Вот такой... Ну, два таких сложных вопроса. Я думаю, что на второй вопрос я точно лучше, наверное, Настик ответит или Ливан. Тогда передадим слово. Да, но вот я единственное, что хочу сказать, вот по первому вопросу, вот этот рекреационный потенциал страны, это такой же ресурс, как и любой другой ресурс, которым обладает государство. И, естественно, очень важный аспект – это рациональное использование этого ресурса. Не хищническим способом, для того, чтобы, таким образом, чтобы вот это поколение, которое сегодня существует, полностью израсходовало этот потенциал и ничего не оставило для будущих поколений. Это имеет очень важное значение. У нас был период времени, когда мы жили в замкнутом пространстве постепенно, с
с развитием взаимоотношений с Российской Федерацией у нас вот эта взаимосвязь усиливается, и вместе с усилением этой взаимосвязи и растет туристический поток. Вообще те процессы, которые мы проходим в данный момент, и через него прошли все страны мира. И защитные механизмы не только от чрезвычайно большого количества туристов, но в том числе от недобросовестной конкуренции, которую мы наблюдаем. Кстати говоря, мы вот сейчас говорим сегодня о демпинге в сфере туризма. У нас до этого была проблема, если вы помните, с трансферами тоже, с наплывом, фактически с экспансией внутреннего рынка иностранными трансферами, которые лишили доходов очень многих абхазских предпринимателей. С этим тоже была проблема. Эта проблема, по-моему, насколько я знаю, до сих пор не решена. Вообще, с точки зрения мировой практики, демпинг, он достаточно жестко урегулирован. Есть механизмы, инструменты противодействия демпингу. И вообще недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний. И в нашем законодательстве тоже есть такие механизмы. Они прописаны в законе о таможенном тарифе. Мы можем использовать соответствующие меры в рамках компенсационных, антидемпинговых пошлин, специальных пошлин в отношении товара. Сфера услуг у нас с правовой точки зрения не детализирована. Но с другой стороны, у нас сфера услуг с Российской Федерацией тоже у нас нет с Российской Федерацией по сфере услуг какого-либо торгово-политического режима. У нас есть режим по товарам. То есть все товары, которые с Российской Федерации в Абхазию ввозятся, они у нас беспошлиные, и наши товары к ним беспошлиные. У нас вот этот режим присутствует, а по сфере услуг у нас ничего никак не отрегулировано. Это первое. И мы, как бы, в этом плане у нас развязаны руки, мы можем действовать. Если мы докажем факт демпинга, хотя вот, я со Стиком согласен, это не совсем, то, что сейчас происходит на рынке туроператора, это не совсем демпинг, это маркетинговый ход, и это просто ихняя политика в условиях ценообразования. Крупный капитал, как правило, имеет возможность влиять на цену. Он может реализовывать в определенные периоды времени свои товары, продукты, услуги с более низкой ценой, чем рыночная. Это достигается за счет эффекта масштаба. У них больше возможностей, больше ресурсов, и за счет этого они могут влиять на цену. Маленький домохозяй, Гостевые дома. Да, таких возможностей у них, к сожалению, нет. Поэтому им конкурировать сложно. И вообще в мировой практике, если мы кого-то обвиняем в демпинге, принято так, но в рамках взаимоотношений Всемирной торговой организации, там такая процедура существует. Там проводят расследование, там приглашают профильные министерства, например, у нас Министерство экономики, Министерство туризма, приглашают специалистов с определенной стороны, и вместе первое, они подтверждают факт демпинга, он есть или его нету, это первое, что нужно сделать. И если его подтвердили, что он присутствует, то нужно оценить ущерб. И с учетом оценки ущерба уже вырабатываются совместные меры воздействия на ситуацию. Если мы в одностороннем порядке начнем применять меры, неважно в отношении российского демпинга или какого-то другого, с точки зрения торговой практики, это может быть воспринято как дискриминация иностранных предпринимателей на территории нашей страны. Вот. Еще что очень важно, к сожалению, у нас вот эта политика защиты отечественного рынка, это же не только туристическая сфера. У нас, кстати, очень сложная ситуация в аграрном секторе. У нас аграрный сектор тоже никак не защищен от, будем говорить, русского аграрного рынка. У нас аграрный импорт чрезвычайно большой. Многие культуры, которые могут, например, в Абхазии выращиваться без проблем, которые всегда традиционно в Абхазии выращивались, теперь завозятся из юга России. У нас с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности это катастрофическая ситуация. И в этом плане у нас, к сожалению, экономическая политика никогда не реализовывалась, неважно этим правительством или предыдущими, там, никогда этого не было. И в связи с возникновением вот этой проблемы, что важно? Важно, чтобы государство имело вообще представление, какую экономику она создает, какие отрасли являются жизненно важными для нее, какие механизмы необходимы для того, чтобы защитить эти отрасли
от иностранного влияния, негативного иностранного влияния. Это чаще всего влияние в масштабах и количестве, которое создает угрозу экономической безопасности государства. Это имеет принципиально важное значение не только в сфере туризма и в сфере производства товаров. У нас производство, например, минеральной воды у нас вынуждено конкурировать с иностранной минеральной водой, которая в Абхазию тоже вводится. Аграрный сектор. У нас вообще остальные даже сферы производства, которые потенциально могут возникнуть, они у нас никогда не возникнут, если мы не будем защищать свой внутренний рынок. И в этом плане вот эта ситуация, она должна побудить экономические власти нашей страны, которые сегодня находятся у руля, чтобы они разработали какую-то концепцию, чтобы было понимание и какие-то механизмы необходимо реализовывать, чтобы эту безопасность обеспечивать. Вот что я хотел сказать по поводу демпинга. Да. Спасибо. Мне кажется, вот и то, что говорил Ахра, есть опыт позитивный других стран, когда какие-то территории берутся под охрану. Ну, например, если мы говорим там, природоохранная зона и так далее. Да? Вот здесь хороший пример. Коста-Рика выделила 50% территорий под экотуризм. У них 50% находится под охраной. И это могут быть в нашем случае рощи, горы и так далее. Священные рощи. Да. То есть вот несколько способов может быть, как можно выходить из таких ситуаций. Тогда вот вторую часть вопроса, раз уже Тенгиз передал тебе, Ливан, поговорим немного о брендинге страны. Вот как раз может быть и с учетом того, что и говорил Ахра. Я бы начал с самой знаменитой легендой, связанной с Кавказом. Это легенда о Ясоне и Медее, да, когда греки приехали за золотым руном. Да. Вот образ золотого руна, я думаю, очень можно сегодня сопоставить именно с Абхазией, что Абхазия обладает неким золотым руном, неким богатством, которое оно не может скрыть от другого человечества, от всего человечества. Оно должно это богатством поделиться, чтобы все могли, весь мир, все человечество могло приобщиться к этому золотому руну. Если мы попытаемся его спрятать, то у нас его украдут, условно говоря. То есть вот смысл, да, этой знаменитой легенды заключается в том, что мы, обладая на самом деле таким богатством уникальным, да, и подтверждение моих слов, наверное, это и наше традиционное долголетие. То есть Абхазия такой уникальный климатический край, где люди, значит, питаясь теми продуктами, которые они производят, дыша нашим воздухом, значит, купаясь в нашем море, посещая регулярно горы, создают, то есть это, вот эти все условия приводят к тому, что человек очень долго может жить. То есть вот естественно, вот говоря о брендинге, наверное, первым долгом надо продвигать вот это, что мы не просто страна, где надо посетить только море. Да? У нас туризм, он сугубо связан, наверное, с градусом моря. Вот как градус моря поднимается, так начинается волна туризма. И эта волна туризма потом пик в самое теплое время, и потом она уходит на нет. Значит, к чему я говорю? К тому, что, наверное, надо расширять. Не наверное, а в советское время тоже об этом задумывались. Вот, моя мама работала в институте курортологии, который изучал институт курортологии изучал все наши природные зоны для того, чтобы, значит, это и минеральные воды, и грязи, и лечение, и так далее, и так далее. То есть в Абхазии климатические условия
такие, что здоровье можно поправлять круглый год здесь. Это говорит о том, что не надо привязываться только к морю и туризму морскому. Надо расширять вот эту сферу. И на самом деле мировой тренд сегодня это здоровье. Да, в это в здоровье люди вкладывают очень много сегодня денег. И на здоровье люди тратят очень большие деньги. И поэтому расширение и такого оригинального предложения, да, если в маркетинге мы говорим о брендинге, то самое главное это оригинальное предложение, которое в основе маркетинга должно быть. Оно у нас есть. Только мы как бы свалились, что ли, в самую легкую, так скажем, сферу. Вот приняли, как Астамур говорил, да, в течение там 100-150 дней мы принимаем отдыхающих, и потом, значит, остального у нас ничего нет. Хотя нам надо развивать именно все направления, которые, как мы говорили, связаны с межсезоньем, связаны с горными туризмом, да, потому что горы у нас совершенно не освоены. Это особое богатство Абхазии. Этнотуризм, экотуризм. И все эти, кстати, историко-культурный туризм, все, там есть направление гастротуризм. Это все равно они комбинируются. Комбинируются, да, и они должны быть представлены. И здесь, наверное, самое важное, то регулирование и участие государства. Наверное, вот разработка вот такой концепции бренда страны, это задача государства. Не в плане того, что оно должно выделить на это бюджетные деньги, и профессионалы должны, маркетологи должны заниматься этим вопросом. Да? И мы помним, да, даже на российском телевидении мы помним рекламу Турции, рекламу Кипра, где рекламируют страну, да, и человек, видя эту рекламу, понимает, что, значит, и кто финансирует это. Всегда пишут. Сейчас уже самая эффективная реклама — это интернет. Да, ну я сейчас говорю о том, что мы видели, кто финансирует. Тоже есть, да. Министерство туризма Кипра, Министерство туризма там Турции. То есть это государственная задача, которая лежит перед нашим государством, первое. Второе, мы все-таки здесь вот этот аспект регулирования тоже не оговорили о том, что вот я помню Ментимир Шаймиев, когда еще в 90-е годы такую теорию о тройном, четверном обороте денег говорил в республике. Когда республика зарабатывает деньги на нефти, как она должна тратить эти деньги, да, то есть она должна, вот условно говоря, сегодня турист приезжает с деньгами, он оставляет деньги ательеру, да, ательер заказывает еду, например, условно говоря, мясо, молочную продукцию, он уже второй оборот дает деньги фермерам. Фермер, который выращивает там продукцию, ему нужны удобрения. Он уже третий раз дает, третий оборот, дает деньги тех, кто занимается удобрением. Четвертый, да, уже оборот тогда, когда тот, кто занимается удобрением, значит, финансирует, условно говоря, уже эти деньги идут на социальные нужды. Вот несколько оборотов, когда деньги проходят, у нас же в нашей ситуации все крупные компании, у которых все включено, они все закупают вне территории Абхазии. К сожалению, сегодня это импорт. Все закупают вне территории, ни у кого, то есть это, мне кажется, даже государственное регулирование легко решается. Принимается постановление,
где обязываются покупать хотя бы сначала 50% у местных производителей, вот обязать их просто. Это не рыночная мера. Слушай, Есть другие меры. Нет, почему не рыночная? Очень даже рыночная. Если будет национальный производитель, честно скажу, А не будет. Не, ну, конечно, я согласен с вами Не будет. с какой-то частью, потому что то, о чем вы говорите, я соглашаюсь. Ну, смотрите, то, о чем он говорит. Если реально туристу хочется, гостю, так будем говорить, то приехал постояльцу, хочется здесь попробовать национальные продукты. Те же национальные фрукты, которые здесь есть. Зачастую, конечно, у нас получается дороже то, что мы производим. Но иногда они говорят, даже те же продукты, которые они покупают у себя, они говорят, почему у нас дешевле, у вас дороже. Ну, как бы мы ни говорили, только с логистикой мы связываем, там, это не одна проблема. К сожалению, и плотность населения тоже здесь играет роль. Ну, если мы возьмем, я извиняюсь, перебил вас, если мы возьмем ту же буренку, там, молоко, да, срок хранения молочной продукции очень короткая. Там, столько завезешь, там, если не реализуешь, то есть или сроки соблюдать надо. А вот, допустим, если у нас порядка, сейчас абстрактно буду говорить, 100 рублей стоит, да, у них там где-то 80 рублей. Они говорят, почему у вас дороже? Вы же там та или иная страна, они да, тоже о нас думают очень хорошо многие гости. Но реально вот то, о чем он говорит, если будут, сегодня, вот сейчас смотрите, я извиняюсь, молодые ребята начали делать сухофрукты вот эти, да, я просто с ними общаюсь, со многими, которые Очень, делают. кстати, вкусно. Они говорят, что у нас продукции нету. Спрос есть, а продукции нету. Ну, сейчас, нет, получается, да, из чего мы вот готовить? тоже слушания устраивали по сельскохозяйственному, да, по направлению. Олег Я извиняюсь, вот ты сейчас пример приводил по поводу того, как работают, значит, туроператоры. Да. Вот они приходят в гостиницу, если там у него каких-то денег нету, они, помимо денег. да, подожди, я извиняюсь, Да. они платят деньги наперед, расширяют, то есть Конечно. гостиничный бизнес развивается с помощью вот этих вливаний денежных. А здесь мы, условно говоря, да, есть там помидоры, огурцы там нашего производства, есть люди, которые хотят развивать там фермерское хозяйство, у них нету денег, кредиты они не получают, контракты они не имеют. И те, значит, ательеры, которые могли бы у них закупить, они их, значит, в них Просто не не вкладывают, видят, да. они их не вкладывают в них. Да, я с вами согласен. Да. Министр туризма и министр сельского хозяйства, они должны в тандеме работать. Да, я к То чему есть говорю? имеется в виду, От того, что я вас уверяю, если их обязать, что вот продукцию, как и по поводу размещения, так скажем, рабочей силы, да, вот обязать, чтобы местные кадры в управлении гостиниц, как мы знаем, практически... у нас там тоже есть проблемы. Да, Сегодня- гостиничные единицы работают, да. То есть тогда ательеры вынуждены будут заранее финансировать, готовить кадры, вкладываться, понимаешь? То есть они вымывают. Здесь что получается? Вот гостиница. Значит, они продали все, значит, путевки отдали. Путевки продаются за пределами Абхазии. Деньги даже сюда не попадают. Значит, питание, все, которое обеспечивает туроператор, тоже покупается в России. И тоже из этих денег. Деньги даже вообще в Абхазию не послали. Даже вот этого оборота денежного через Абхазию не происходит. То есть здесь деньги не остаются. Ну, это не все организации. Я и говорю, то есть не все. Тех, кто закупаются в Абхазии, тех, кто развивают внутренний рынок, то есть развитие внутреннего рынка – это обязательство тех, Ну, то, значит, что он говорил про продовольственное, то, что Конечно. на самом деле мы когда планируем, допустим, да, вот сколько-то гостей приедут. Вот здесь мы говорили даже, что туроператоры, ательеры, поверьте мне, ательеры меньше всех проиграют на данном рынке в сложившихся ситуациях. То, о чем вы говорите, мультипликативный эффект, вы об этом говорите. Конечно. Как раз руководители муниципалитетов,
они должны быть заинтересованы. Ну, то есть Все органы, эти, да. все эти объекты и субъекты, да, которые за ним управляют, находятся на территориальном муниципальных районах. Это непосредственно наши налоги и доходы населения. То, о чем мы говорите сейчас. Конечно. Да. Вот здесь и получается, допустим, если мы говорим даже вот сейчас о так называемом демпинге. Честно сказать, я смотрел, вроде бы изучал тоже для себя. Ну, честно сказать, те цифры, которые они озвучивают, и это тоже импульс не дал. Даже те цены, которые были через туроператора определенного спустили, но этих лиц мы не увидели практически. Хотя многие мне говорили, вот наши отели пустуют, а вот их отели там, допустим, 100% загрузка. И Я говорю, тоже ребята, пустуют, вы 100% загрузку видели бы. Это не складируемый товар, турист не складируемый товар. Турист, если приехал, он выйдет на улицу. Как бы там ни говорили бы, там все включено, все сделано. Мы сами тоже в тех или иных странах бывали. Мы тоже, когда в отеле там питаемся, мы хотим попробовать национальную какую-то кухню, национальные какие-то фрукты, хотим какие-то достопримечательности посетить. А почему национальную кухню не сделать в самом отеле? Ну, там может... Нет, почему отель не предусматривает смотрите, национальную кухню тоже? Ну это вообще, ну Про как бы... национальную кухню, Конечно, про национальную кухню. много кухонь. Про Конечно, национальную в кухню, Турции, про в национальную Турции, кухню. например, или в Греции, Сейчас я или скажу. извини, то есть, понимаешь, мы как бы вот ательеры у нас, значит, в привилегированной ситуации, они не влияют, Ну, как есть бы, сегодня да. экскурсионные программы, так частично, которые Да, то есть, гастрономический я туризм, еще раз да, говорю, да. значит, ательеров можно регулировать с помощью государства. Это юридические лица, Мы же не находящиеся... можем все на ательеров замкнуть не можем. У них чуть-чуть охват, отельный бизнес тоже чуть надо окунуться на самом деле. У нас сегодня Извини. первые азы отельного бизнеса идет. А если на самом деле все функции отельного бизнеса, которые мы должны видеть, на самом деле, вот такие как Редисон, Marriott, там вот эти международные брендовые, да, отели, которые есть. Честно сказать, мы к ним пока даже не приблизились, к этим. Ну, мы не к признанная этому. страна. Нет, дело но- не признание, но- дело не признание. Здесь послушай, на самом деле конечно. кропотливая работа нужна, и нужно на самом деле опыт и знания набирать, и реально надо идти. Мы чуть-чуть в переходном периоде находимся. А то, о чем вы говорите, на самом деле, смотрите, если сегодня у нас есть реестр сельхозпроизводителей, там, скажем, да, малые какие-то фермерские хозяйства, там эти, то даже не надо там в Турцию ездить, в Египет, там, Грецию. Зачем это нам делать? У нас, слава богу, есть партнеры, есть соседи. Вот здесь они в Сочи, если даже это нету, можно в Геленджик поехать. В летние дни, допустим, с пятницы, там по воскресенье. Есть специально вот эти машины такие, ну, как в виде газели, такие с рефрижераторы маленькие такие. Они организовывают ярмарку на определенной площадке. Там и туристы приходят, и местные жители приходят, там покупают. Я лично сам посещал, это в качестве гостя был и увидел, там мне мясная какая-то продукция понравилась, там какую-то другую продукцию попробовать. Это можно, это вопрос организации. А сейчас именно сказать, что такой-то ресторан национальный, да, в курорте Пицунде, когда я был заместителем, тоже вот Ахра подчеркивал здесь, как-то в курорте Пицунды тоже один день якобы меню абхазского такого. Сейчас, честно сказать, есть такие программы. В селе Дуриш, там в 2 семьях это уже организовывается. В Восточной Абхазии девушка начинала, там якобы абхазская свадьба, там имитация абхазской свадьбы или что-то такое. Там, ну, не знаю, продолжать эту программу, не слежу. Ну, другие какие-то площадки появляются. А вот, если честно сказать, сельхозпродукция, это нужно. Даже сейчас примеры приведу. Вот региональные, допустим, ведомства, так скажем, в Российской Федерации, там областные какие-то там ведомства, они имеют свою гостиницу в центре Москвы, допустим. Вот, смотри, они Астамов. имеют уголок, там, где Понятно. непосредственно то, что производит или представляет, Астамов. как презентационно. Туризм Об этом. экспортоориентированная отрасль. Это считается внутренний экспорт. Да? Он относится вообще в мировой Мы с практике. вами экспортируем. Да, российские, потому что экспортируют, наши экспортируют. рекреационные То есть, ресурсы, они например, приезжают, берут и условно уезжают, да. говоря, там произвести продукцию сельскохозяйственную, вывести его на территорию России,
и продать, это большие проблемы, да, начиная от бумаг, заканчивая конкуренцией, о которой мы говорим. Значит, мы привозим сюда туриста, который может здесь приобрести нашу продукцию, но не создаем его никаких условий. Тот, кто должен обеспечить их, вот мы сейчас можем говорить, кто должен обеспечить, значит, государство должно создать такие условия, по которым, значит, местное производство будет развиваться. Это государственная политика. Правильно. Да. За счет Да, то есть площадок, 2 миллиона да. человек приезжают в Абхазию. Это за год. Да, За год. подожди, я извиняюсь, за год 2 миллиона человек. А так, И, подожди, ежедневное извиняюсь, пребывание- секунду, извини, я понял. Кушают здесь бразильское мясо, там яблоки там откуда-то, Кубанский и край, еще там и всё, это, да. и так далее, и так далее. То есть 2 миллиона человек не потребляют там какую-то мелочь из того. То есть мы эту отрасль просто, значит, отдали на откуп. Это так не должно быть. Кому-то хочется, да, из-за того, что себестоимость, он говорит, низкая, мне надо больше заработать, я буду покупать. Кстати, и по качеству тоже. Мы знаем, что за по качеству продукцию завозят в Абхазию. Они низкое качество и так далее, но это никого не волнует. То есть государственная политика, она должна заключаться в том, Здесь чтобы, все согласны, да, конечно, что чтобы программа регулировать. должна быть, И еще один момент я хотел Сейчас сказать. у нас один вице-премьер курирует и Министерство сельского хозяйства, и Министерство туризма. Да. Как раз у него задача стоит. Ну, то есть Я прошу прощения, мы уже больше почти полутора Да, часов в я эфире, да. один момент еще я Тезисы хотел бы, будем да, завершать. да, я один еще хотел момент добавить, о чем говорил Ахра, о том, что как ментально нам близко вот это вот, так скажем, вот это направление, да, туризм, значит, принимать гостей. Асасткалара, да. Я считаю, что здесь краеугольный камень, это когда гостей принимает хозяин. Здесь очень важно, чтобы собственникам отелей, собственникам тех заведений, которые принимают гости, должны быть местные население, граждане Абхазии. Тогда восприятие гостеприимства совершенно другое в нашем ментальной среде. И это еще раз подчеркивает, насколько важен малый и средний бизнес, в котором почти там на 80% владеют граждане Абхазии. И в этом заключается здесь как раз таки вот этого противоречия нету. Когда там, условно говоря, какие-то крупные компании будут нанимать, а мы знаем, что фактически в эти крупные компании мало пойдет местного населения, и они не будут воспринимать эту ситуацию как принимать гостей, как у себя дома. То есть и для нашего менталитета, и для развития нашей экономики, и для улучшения этой отрасли очень важно, что собственниками оставались граждане Абхазии. И для этого государство также должно регулировать и даже датировать в каких-то случаях, если когда разоряются там неудачный год или там в зависимости от того, что происходит на этом рынке, то есть принципиально важно сохранить собственников граждан Абхазии. Это, я думаю, краеугольный камень. Тогда вот эти, о чем говорил Ахра, вот этих противоречий в менталитете, когда
человек принимает гостя и все создает для него условия, а так и должно быть, да, мы сегодня должны создать все условия, доброжелательно встречать наших гостей и значит, создавать им все условия. Спасибо за разговор. На самом деле мы понимали, что тема очень большая, обширная, и здесь в рамках одной беседы это невозможно все охватить. Какие-то важные тезисы мы озвучили, и, наверное, самый главный тезис, то, что считалось, что демпинг это какая-то большая проблема, это просто верхушка айсберга, которая позволяет посмотреть вовнутрь, вглубь самой сути этой общей сферы. Вот сегодня мы через, скажем так, через призму демпинга начали наше обсуждение. Я думаю, что очень какие-то ключевые вещи прозвучали. Я хочу вас поблагодарить еще раз за участие в беседе. Мы будем дальше продолжать эту тему тоже обсуждать. Подписывайтесь на Апснахабар, ставьте лайки, комментарии. А завтра я уезжаю в горы, не в какую Турцию, а в Зирос.